Мир сотрясается от террористических актов, массовых беспорядков, войн. Мы наблюдаем за этим с экранов своих телевизоров, сопереживаем, сочувствуем, даже скорбим. Стоп, но ведь это не параллельная реальность. Это происходит где-то прямо сейчас. Нетрадиционные массовые течения и религиозные культы растут и развиваются, захватывают все большие массы людей. Явление приобрело глобальный масштаб. И вот уже под лозунгами и флагом Даиш в Сирии и Ираке воюют граждане 80 стран, в основном молодежь, в том числе и наши земляки. И все чаще вокруг звучат мысли об исключительности и превосходстве какой-либо религиозной группы. Насколько вы информированы о делах и чувствах родных и близких? Прислушайтесь. Возможно, кто-то из них стал чаще использовать определенную религиозную риторику или стал категоричен в осуждении инакомыслящих. Вам пора начать беспокоиться. В сфере вашего жизненного пространства внезапно появился новый мессия, хранитель веры, гуру. Знайте, вы в зоне интересов религиозных экстремистов, которые преследуют вполне конкретные цели стоимостью миллионов жизней и судеб. Они цинично и расчетливо используют минутную душевную слабость, бытовые контрасты, разыгрывают карту социальной разобщенности, сеют общественную рознь, культивируют религиозную поляризацию общества и противопоставляют один народ другому. Беспечность чревата. Для религиозного экстремизма такие понятия, как государство, общечеловеческие ценности, национальные традиции, этика, личность не значат ничего. И как отметил глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев, необходимо создать коалицию по борьбе с терроризмом. Не теряйте себя, берегите близких.